В эфире телеканала «Итоги дня», в студии Надежда Саханская. Здравствуйте. В начале выпуска об основных темах. Юрий Трутнев выступил с докладом о развитии Дальнего Востока, обозначил дальнейшие приоритеты работы, в фокусе внимания изменения численности населения. Численность речной армады в Якутии тоже в центре внимания. В республике планируют обновить 55 речных судов до 2030 года. Снег уходит с улиц, но не самостоятельно. Городские службы работают в усиленном режиме. С начала зимы вывезли свыше 200 тысяч кубов снега. Ленск делает ставку на поддержку специалистов. Ко Дню женщин здесь вручили миллионные выплаты врачам и 300-тысячные работникам бюджетной сферы. У самых маленьких пациентов Республиканского центра реабилитации появился новый друг – щенок Миник. Медперсонал уже начал использовать игрушку в виде собаки на приемах. Юрий Трутнев выступил в Совете Федерации с докладом о развитии Дальневосточного федерального округа, включая проекты Якутии. Он подвел итоги десятилетней работы, обозначил существующие вызовы и перспективы макрорегиона. Он напомнил, что в декабре 2013 года президент России определил развитие Дальнего Востока национальным приоритетом на весь 21 век. Главным результатом проведенной работы стало изменение численности населения. Впервые за 30 лет с 2021 года фиксируется прирост. Трутнев обозначил дальнейшие приоритеты работы: преодоление энергодефицита, наращивание пропускной способности транспортной системы, увеличение глубины переработки полезных ископаемых, реализация мастер-планов 25 городов и 189 опорных населенных пунктов Арктики, а также удвоение турпотока и устойчивый рост численности населения. В Москве наградили победителей третьего всероссийского конкурса на лучшее путешествие «Дальний Восток. Земля приключений». Церемония прошла в Национальном центре России. Интерес к мероприятию увеличивается от года к году и привлекает самую разнообразную аудиторию. От Якутии на конкурс в этом году было отправлено 50 заявок. Подробности в следующем материале. Всероссийский конкурс «Дальний Восток. Земля приключений» продолжает бить все рекорды. На третий сезон на суд жюри были представлены почти 900 работ из самых разных регионов. Это в 1,5 раза больше, чем в прошлом. Но, конечно, главное условие – все фильмы должны быть посвящены путешествиям по Дальнему Востоку. Для нас важен каждый фильм, а еще важнее те путешествия, которые за ними стоят. Потому что каждый раз человек, путешествуя по нашей стране, путешествуя по Дальнему Востоку, открывает для себя новую страницу любви к родине. Наши земляки отправили на конкурс 50 работ о путешествиях по республике, но в число финалистов никто из них не попал. Но фильм о Якутии все равно был представлен на церемонии. В номинации «Водное путешествие» второе место занял Сергей Марченко со своей картиной о сплаве по Амге под названием «Сюда надо ехать». Амга превзошла наши ожидания. Я постарался показать природу, показать малое количество людей, которые там есть. Мы к этому походу готовились. Я купил книжку «Писаницы бассейна реки Алдан», распечатал все. Мы ехали, смотрели, искали эти писаницы. Приобрел даже книжку «Реки Якутии», известного вашего автора. Подготовился, как обычно. Такая старая советская привычка готовиться к походу. Гран-при конкурса получила Марина Галкина. Приз в 3 миллиона рублей она выиграла за фильм о Чукотке. Одна в тундре, 700 километров пути. Ее подвиг оценили и зрители, и жюри. Кстати, во время награждения Марина уже озвучила новый маршрут. Причем по Якутии. Куда поедете? В Якутию. Когда? А что там, Марина? В Якутии? Там есть все. Там есть горы, лес, тундра, там есть оленеводы, там есть рыбные реки и первозданная природа просто потрясающая. Там есть где разгуляться. В год защитника Отечества в рамках конкурса была создана и специальная номинация «Тропами Победы», куда принимались фильмы о путешествиях по местам боевой славы Дальнего Востока и Арктики. Здесь победителем стал представитель Сахалина. А имена новых героев-путешественников мы узнаем уже в следующем году. 4-й сезон конкурса скоро стартует. Максим Кардозу, Айтал Байтунов, Виктор Олесов, Москва.
Глава Якутии провел планерное совещание с руководством правительства, на котором определил ключевые задачи на ближайший период. На совещании рассмотрена ситуация в жилищно-коммунальной сфере. Особое внимание уделили платежной дисциплине бюджетных учреждений и муниципальных образований, от которой напрямую зависит стабильная работа предприятий коммунального комплекса. Рассмотрены и решения федерального уровня. Правительство страны приняло решение об индексации социальных пенсий на 6,8% с 1 апреля. Также правительством страны утверждена концепция развития благотворительности до 2030 года. Документ включает новые механизмы поддержки граждан и предприятий, системно занимающихся благотворительностью, развитие партнерства и снижение административной нагрузки на НКО. Айсен Николаев поручил изучить положение концепции и обеспечить ее реализацию в регионе. Отчеты вызвали большой интерес у людей. На базе Жатайской судоверфи до 2030 года планируют обновить 55 единиц грузового, пассажирского флота и дебаркадеров. Работы будут вестись в рамках разрабатываемой по указу главы региона программы по развитию внутреннего водного транспорта Ленского бассейна. Сейчас ведется подготовка к строительству головного судна класса «Река-море» для ЛОРПа. Подана заявка в государственную транспортную лизинговую компанию на предоставление имущества в лизинг. Кроме того, готовятся документы для участия в конкурсах на получение государственной поддержки по программам Минпромторга. Эту историю не перепишут. В Якутии открылся Центр хранения документов по истории СВО. Он ведет свою работу на базе Национального архива республики и принимает любые материалы о спецоперации от всех желающих сохранить их. Подробности о работе центра расскажет Саргылана Неустроева. Совсем скоро эти пустые полки заполнятся вполне себе осязаемой историей СВО. Уже сегодня Центр принял данные 177 семей ее участников. А хранятся они в таких специальных бескислотных коробках. В таких ваша история точно сохранится на века. Такими материалами может быть что угодно – документы, видео, фронтовые письма и даже медали. Мы не ограничиваем. Любой документ, любая какая-то та бумажка, которая вроде сейчас не имеет значения, а через годы она будет уже историческим фактом. Это же память, это мы принимаем на государственное хранение. Оно будет храниться вечно. В архивном фонде нашей республики, в Национальном архиве. И мы прилагаем все всемирные усилия, чтобы эти документы дошли до наших потомков. Этими же соображениями руководствовалась мать погибшего участника СВО Мария Куличкина. По ее словам, в годы Второй мировой на полях сражений погиб ее дядя. Но никакой информации об этом не осталось. Документы просто не сберегли. Такой участи женщина не смогла пожелать своему сыну. Для меня это было решение, значит, это же все-таки тоже часть его. Маленькая горечь-то была, что я отдам это его документы, оригиналы все, да. Но в то же время меня, с другой стороны, радует, что это пригодится, может, в будущем кому-то. Так что в историю-то надо это что-то сохранить, оставить. А то тоже так же, как мой дядя, канут в небытие. Решение передать фронтовые материалы в Центр принял и министр молодежи республики Петр Шамаев. По его словам, он напишет историю о погибших сослуживцах. И таким образом их подвиг навсегда сохранится в аналах истории. Про них рассказать, что ли, чтобы след остался. И хотелось бы, чтобы это помогло, не знаю, молодым людям осознать, какая работа была проведена все-таки. Мы живем все, доживаем их жизни, и это понимание должно быть у ребят тоже, у всех остальных. Благодаря этому большому труду, работе живем хорошо, без осознания того, что сейчас идет война. Кроме того, такая архивация данных не оставит шанса на то, чтобы история была переписана. Ведь и события Второй мировой специалисты восстанавливают по крупицам данных. А ведь это относительно недавние события. Это доказывает, история страны – это история каждого ее жителя. Саргылана Неустроева, Станислав Потапов, Якутск. В Якутске стартовал первый форум архивистов республики. В рамках мероприятия были награждены лучшие муниципальные архивы Якутии. Кроме того, прошел архивный кластер, серия практикумов и консультаций, посвященных сохранению архивных документов. Тему продолжит моя коллега Лилия Бурцева.
Программа форума включала мастер-классы и лекции по ключевым направлениям архивной деятельности. Участники обсудили вопросы сохранности и учета документов, реставрации архивных материалов, работы с аудиовизуальными фондами и их оцифровки. Также специалисты провели практикумы по делопроизводству и рассказали о возможных современных цифровых архивных систем и баз данных. Ну, реставрация всегда пользуется повышенной любопытством, можно так сказать, потому что у каждого дома есть свои какие-то ценные документы, все хотят сохранить своим потомкам, и поэтому реставрацию всегда спрашивают, как, что, зачем и почему. Мы сейчас рассказываем, какие документы поступают к нам в архив из хранилища и какие мы возвращаем. Вот документ, это вот до реставрации, этот документ после реставрации. В зале собрались специалисты, которые ежедневно выполняют важную и ответственную работу, сохраняют документальное наследие республики, чтобы передать его будущим поколениям. Конечно, это очень кропотливая, трудная работа. Может быть, для кого-то покажется нудной, но это первая работа, это необходимая работа, которую должны вести все учреждения Республики Саха-Якутия, страны и в мире в целом. Каждое учреждение, если оно, вот как сказали, работает, то имеет документы. И эти документы должны сдаваться. Форум очень интересный, все подробно рассказывают, мастер-классы очень интересные. И вообще, может, почаще бы такие форумы проводились для нас, для архивистов. Ну, конечно, очень важно, да, особенно для молодых специалистов, это очень пригождается в работе. Архивы играют важную роль в сохранении исторической памяти. Документы, фотографии и кинопленки помогают восстановить события прошлого и передать их следующим поколениям, сохраняя культурное и историческое наследие республики. Лилия Бурцева, Станислав Потапов, Якутск. В Якутске усилили уборку снега. С наступлением марта коммунальные службы работают в круглосуточном режиме. Сколько снежных масс уже вывезли с улиц столицы республики и какие работы продолжаются сейчас, в материале нашего корреспондента. С приходом марта дорожные службы работают без перерывов. Техника выходит на улицы и днем, и ночью. Главная задача сейчас не только расчистить, но и подготовить проезжую часть к весеннему таянию. За долгую зиму в Якутске накопилось достаточно большое количество снега. Конечно, вручную все это дело не убрать, поэтому на помощь выходит специализированная техника. За начало сезона дорожники вывезли более 100 тысяч кубометров снега. Перед тем, как вывести снежные массы, их собирают вдоль дорог валы. Этой работой занимаются дорожные рабочие. Одним из них является Василий Борисов. Он сгребает осадки с проезжей части и обочин в одну линию, чтобы затем их могла забрать спецтехника. Я полгода работаю в Дорстрое. Мою обязанность входит помогать транспорту очищать дороги города Якутск. Каждый день нам утром выдают задание. Если мы раньше заканчиваем, то второе задание получаем. Ничего сложного нет. После такой подготовки к работе подключается техника. В период активной уборки на городские улицы выходят до 90 единиц. Это самосвалы, погрузчики, автогрейдеры и тракторы. Большая часть работы проходит ночью, когда дороги свободнее от машин. Вместе с техникой на линии работает около 30 дорожных рабочих. В среднем за сутки они убирают почти 3000 кубометров снега. За ходом уборки наблюдают и жители города. Думаю, что здесь все отлично с этим. Не скользко? Нет, не скользко. Не, довольно, он убирает, нормально все. Ну, очень скользко везде. Ага, невозможно пройтись нормально. Антигололедные мероприятия тоже продолжаются. Коммунальные службы обрабатывают дороги, перекрестки, автобусные остановки и тротуары речным песком. В случае, если горожанин недоволен состоянием дорожного полотна, пешеходного перехода, либо же автобусной остановки, горожанин может позвонить по номеру 30 09 94, это Якутская городская дорожно-транспортная служба, и оставить там заявку. К уборке подключились и управляющие компании. Они очищают дворы, тротуары и крыши зданий от снега и льда. Поэтому в этот период нужно быть предельно внимательными. Работы по санитарной очистке города продолжаются. Даяна Федорова, Семен Семенов, Якутск.
Миллион врачам и 300 тысяч работникам бюджетной сферы. В Ленске в рамках празднования Международного женского дня вручили денежные сертификаты муниципальных программ. Единовременную выплату в размере 300 тысяч рублей на ремонт жилья получили преподаватель детской школы искусств, воспитатель детского сада «Теремок» и учитель китайского языка. По 1 миллиону рублей получили медики, которые прибыли в район в прошлом году. Аржана Кичилоол, врач-кардиолог, приехала в Ленск из Республики Тыва. Несколько месяцев она работала в поликлинике врачом-кардиологом, а сегодня заведующая терапевтического отделения. Сейчас девушка с семьей снимает жилье, половину стоимости оплачивает работодатель. Она стоит на очереди на получение служебного жилья. Изначально я знала эту программу, и поэтому именно по этой программе я и переехала сюда, в Республику Саха, Якутия. Так как я многодетная мама, я планирую эти средства потратить на развитие и образование детей своих. Как распознать семейное неблагополучие, каким образом ведет себя ребенок, ставший жертвой коллективной травли. Выездные двухдневные курсы для учителей алданских школ провели специалисты Республиканского института развития образования и повышения квалификации. На лекциях и практических занятиях присутствовали наши алданские коллеги. Какого рода забавы среди школьников пользуются популярностью и какие признаки свидетельствуют о том, что ребенок чрезмерно увлекся опасными испытаниями? Об этом педагоги алданских школ узнали на курсах по профилактике деструктивного поведения среди детей и подростков. Выездные лекции и семинары провели преподаватели Республиканского института развития и образования и повышения квалификации. Программа курсов у нас предусматривает такие вопросы, как информационная безопасность, профилактика суицидального поведения, профилактика экстремизма, терроризма в школьной среде, молодежной субкультуры. Курсы повышения квалификации проходили на базе Алданской школы номер 2 в течение 2 дней. Обучение было организовано по инициативе районного департамента образования с целью помощи педагогам и классным руководителям. На наших курсах присутствует более 70 педагогов из 18 образовательных учреждений. Целевая аудитория – это как классные руководители, также и советники по воспитанию, директора по воспитанию детей, это социальные педагоги, психологи. В ходе обучения было рассмотрено множество тем. Один из акцентов лектор ставила на признаки семейного неблагополучия, когда педагогам следует организовывать работу с родителями. Немедленно действовать необходимо и в случае, когда ребенок стал жертвой коллективной травли. Издевательства могут быть не только физическими, либо психологическими. Агрессия, как и иные угрозы, нередко имеет место в цифровом пространстве. Мы сейчас обучаем педагогов умению распознавать угрозы, поступающие через сеть интернет в школы, такие как Колумбайн, АУЕ, экстремизм и наркотики в Даркнет. Вот эти 4 угрозы. Также еще такие угрозы, как секстинг, груминг и опасные челленджи, флешмобы, да? То есть это вызовы, да, в сети интернет тоже. В ходе курсов работа велась по различным направлениям, в том числе по определению подходов к подросткам из группы риска. Наряду с лекциями обучающий интенсив предусматривал практические занятия и игры. Очень полезная информация, очень интересная. Лично я, проработав много времени в школе, да, не один десяток лет, сегодня некоторые нюансы прям для себя с новой стороны открыла. У нас было уже игровое погружение, нам сказали, что еще нас ждет впереди продолжение, поэтому мы немножко поиграли, но поиграли тоже с пользой. По словам педагогов, они получили массу актуальной и полезной информации. По завершении обучения слушателям были выданы свидетельства о повышении квалификации. Татьяна Вахнина, Сергей Шипачев, Александр Лукин, Алдан. У самых маленьких пациентов Республиканского центра реабилитации появился новый друг – щенок Мэник. У мультипликационного малыша есть прототип с трогательной историей. Какой именно, выясняла наша съемочная группа. Аплодисментами и играми в центре реабилитации встречают новый символ. Это озорной щенок по кличке Мэник. Отныне он будет постоянным спутником каждого ребенка, который проходит здесь лечение. На создание талисмана врачей вдохновила реальная жизнь. 2 года назад заведующая отделением Евдокия Васильева нашла крошечного хаски на улице под новогодней елкой. Мне его так жалко стало. Он так смотрел на меня своими преданными глазами. И он искал еще, вот смотрел, озирался, искал. Вот. И
У меня ёкнуло на сердце. Взяла его на руки, ну и все. Щенок растопил сердце не только Евдокии Васильевны, но и всего коллектива отделения. Так и пришла идея сделать Мэника символом. Медработники верят, что щенок станет еще одним напоминанием для детей и их родителей, что даже в самых трудных обстоятельствах нельзя терять надежду. Нужно было придумать какой-то чудесный прямо символ, что ребенок не один, что рядом с ним кто-то есть, что есть всегда вера в хорошее исцеление, стать здоровым ребенком. Стены уже начали украшать картинками с щенком, а персонал использует игрушечного Мэника на приемах. Например, для гимнастики, да, упражнения часики. Показываем детям прям в стороны. Тик-так, тик-так. Надо язычок наверх поднять, например, качели. Язык наверх, потом вниз, чтобы дети видели не только то, что я показываю, а плюс еще Мэнник помогает, и им интереснее, как будто с символом нашим. В будущем любимец станет еще и главным героем полезных видеороликов. Его мультипликационная версия будет помогать предотвращать сколиоз у юных якутян. Ржана Гармаева, Артем Наговицын, Якутск. Ну а во Владивостоке в Ботаническом саду открылась весенняя выставка, которая радует глаз разнообразием растительных экспозиций. Подробности в следующем материале. В оранжерее Ботанического сада Владивостока открылась выставка «Обгоняя весну», в которой представлено более сотни видов растений, среди которых есть как привычные глазу цветы, так и редкие экземпляры. На ней также находятся 80 сортов и порядка 3500 тюльпанов. По словам научного сотрудника, в мире насчитывается более 60 тысяч сортов тюльпанов, выведенных человеком. Еще мы показываем нарциссы, гиацинты, хианодоксы, крокусы, цикламены, примулы. Это все первоцветы разных регионов мира. Вообще у нас в выставке участвуют около 7 тысяч разных экспонатов, цветущих, приятно пахнущих, и те, которые показывают, что самое шикарное время года – это весна. В оранжерее Ботанического сада представлено более 3000 сортов тропических и субтропических растений. Также сейчас можно наблюдать массовое цветение разных сортов азалий. Горожане отмечают, что весеннее цветение в оранжерее создает по-настоящему уникальную и весеннюю атмосферу. Посетители подчеркивают яркость и разнообразие растений от нежных тюльпанов и нарциссов до экзотических орхидей и редких видов. Потрясающе. Вы знаете, Ботанический сад в целом, оранжерея – это мое любимое место в городе Владивостоке. Здесь всегда весна, здесь всегда лето, здесь потрясающие экземпляры растений, очень трепетно относится, я думаю, Ботанический сад к выращиванию растений, чтобы нас радовать круглый год. Весной здесь традиционно в это время проходят выставки тюльпанов. Вы видите здесь эти рододендроны, много растений таких прекрасных. Такое настроение создается просто великолепное. Спасибо большое Ботаническому саду, всем сотрудникам за такую радость, которую доставляют жителям Владивостока и гостям нашего города. Выставка весеннего цветения в Ботаническом саду стала уже ежегодным ярким событием для города, способствующим укреплению связи человека с природой. Она популяризирует знания о растениях и подчеркивает красоту наступающего сезона. Иннокентий Кычкин, Владивосток. К этому часу это все новости. Таким увидели этот день наши корреспонденты. Мы продолжаем следить за развитием событий. Ну а я с вами прощаюсь. До встречи в эфире.